Предлагаем вашему вниманию передачу Салтанат Ермековой «Изучаем казахский язык». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу «Изучаем казахский язык». Так уж получилось, что изучение родного языка стало, к сожалению, тем фактом, который, наверное, характерен только для нашей республики. Такой вопрос не стоит ни перед одной из соседних стран нашего Содружества. Да, это так, но к этой проблеме необходимо подходить с пониманием, если учесть, что казахский язык перенес на себе огромное количество испытаний. Это прежде всего связано с прежней идеологией тоталитарного режима, когда графика казахского алфавита была дважды полностью переделана с арабского на латинский и с латинского на кириллицу. К тому же наша территориальная разрозненность и здесь сыграла свою роль. И тем не менее мы, наверное, должны объективно и трезво оценить ситуацию и смотреть на нее с верой в будущее. В истории развития каждого народа были различные испытания. Для нас испытание этногеноцидом является наиболее сложным. В связи с этим не стоит опускать руки и, как бы это ни было сложно, выучить свой родной язык. Поверьте в это, и у вас получится. Первым непреложным правилом в этом является чтение книг и газет на казахском языке. Газет, наверное, легче. Они всегда под рукой. Поэтому начинайте изучение языка с чтения национальных газет. Очень в этом помогает также чтение народных сказок на казахском языке. Речь идет не о сложных эпосах, а о коротких детских сказках, которые несложны по содержанию и изложению. Вы слушаете передачу «Изучаем казахский язык». Теперь перейдем к нашим сценкам. Представьте себе, что вы находитесь в большом магазине, супермаркете, но по какой-то случайности вы не увидели ценника на той вещи, которую хотели купить, предположим, на книге. Подойдите к дежурному продавцу и спросите его об этом. «Сәләмәтсізбе? Кешіріңізші, мына кітап неше тенге тұрады екен? Здравствуйте, извините меня, сколько тенге стоит данная книга?» Постарайтесь при этом улыбнуться и не нагнетайте обстановку, ведь сами дежурные продавцы находятся в напряженном состоянии, так как являются материально ответственными лицами за свой товар. Будьте благожелательны и приветливы, и, уверяю вас, в ответ вы получите такое же благожелательное отношение. На этом мы заканчиваем нашу передачу. До новых встреч. Всего вам доброго. Изучайте казахский язык. С вами была Салтанат Ермекова. Если вы хотите постичь основы казахского языка, слушайте передачу Салтанат Ермековой «Изучаем казахский язык».